Штраф в двукратном размере или административный арест. На территории республики проводится операция «Должник». Подать заявление на регистрацию брака теперь можно с помощью интернета. А новые услуги заявляют в отделениях ЗАГСов Башкортостана. Вместо отрядов – племена, вместо обычных игр – национальные обряды. В Сибае свою работу продолжают профильные лагеря. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. В Башкортостане началась операция «Должник». Она стартовала накануне и продлится до 21 июня. Операция нацелена на то, чтобы напомнить злостным и случайным нарушителям о неотвратимости наказания за совершенное правонарушение. В эти дни сотрудники ГИБДД активно выявляют водителей и пешеходов, которые не оплатили штрафы за нарушение ПДД. Тему продолжит Лиана Кириллова. Здравствуйте, инспектор ДПС Хафизов. Документы представьте, пожалуйста. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства. Рядовая проверка документов для некоторых граждан заканчивается штрафом в двукратном размере, исправительными работами или административным арестом. Это происходит в том случае, если проверка документов по базе выдает наличие неоплаченных штрафов. По закону штраф за нарушение правил дорожного движения должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. В эти дни в рамках республиканской операции «Должник» в Сибае проводятся профилактические рейды по выявлению неплательщиков. С вчерашнего дня по 21 июня у нас будет проводиться операция «Должник». За вчерашний день выявлено 7 административных правонарушений. 2 из них рассмотрены в суде, где наложен административный штраф, а 1 водитель помещен в комнату административного задержания до принятия процессуального решения по данному административному материалу. По ходу выявления неплательщиков фиксируются и многие другие нарушения правил дорожного движения. Так, сегодня в поле зрения сотрудников ГИБДД попал молодой водитель на Ford Focus. На машине отсутствовал задний государственный регистрационный знак. За это полагается штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 1 до 3 месяцев. Но, как выяснилось, документов у водителя также не имелось. Он только учится в автошколе, а сесть за руль попросила подруга. Такое правонарушение также карается законом от 5 до 15 тысяч рублей штрафа. Среди других частых нарушений ПДД – непристегнутые ремни безопасности и чрезмерная тонировка. Кстати, операция «Чистое стекло» идет с начала июня и до начала июля. С 1 получается июня и по сегодняшний день это выявлено 170 административных правонарушений. Из них, получается, за невыполнение требований, выписанные инспекторами ДПС о предотвращении противоправных действий и устранении, получается, тонирующей пленки, составлено 3 административных протокола по статье 19.3 части 1, где в 2 из них наложен административный штраф в размере по 1000 рублей, а из них 1, получается, попал повторно, за который наложен административный арест 1 сутки. Теперь он отбывает наказание. Профилактическая операция «Должник» направлена на то, чтобы напомнить нарушителям о неотвратимости наказания за совершенное нарушение правил дорожного движения. Самостоятельную информацию о неоплаченных штрафах водители могут получить на официальном сайте ГИБДД или едином портале госуслуг. Напомним, что теперь оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения водители могут с 50% скидкой. Обязательное условие – это должно произойти в 20-дневный срок со дня вынесения постановления. Проверка на штрафы сейчас производится в каждом случае, когда гражданин привлекается к административной ответственности. Лиана Кириллова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова для службы новостей. С завтрашнего дня в кинотеатре «Атмосфера» начинается прокат первого башкирского исторического фильма «Бабич». Время начала сеанса – 18 часов 20 минут. Напомним, лента рассказывает о жизни и творчестве народного поэта Башкортостана, общественно-политического деятеля Шейхзады Бабича. В основу фильма легли подлинные исторические события 1914-1919 годов, которые разворачивались на территории нашей республики, а также в Оренбурге, Троицке и Челябинске. Кинокартина «Бабич» – творческое детище молодой киностудии «Живая лента». Проект реализован в рамках гранта главы Башкортостана при поддержке Министерства культуры региона. Фильм снял известный башкирский кинорежиссер, член Союза кинематографистов России Булат Юсупов. На улице наступило долгожданное лето, и, как известно, именно в это время года регистрируется наибольшее количество браков. Отдел ЗАГСа города Сибай доводит до сведения молодоженов, что с недавнего времени запущена услуга по государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг. Подробнее в специальном интервью нашей программе.
настоящее время через единый портал госуслуг можно подать заявление на государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления либо удочерения и смерти. При подаче заявлений в электронном виде через единый портал госуслуг можно заполнить интерактивную форму с указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность заявителя, и другую необходимую информацию. Прикрепление сканированных документов не требуется. Есть большое преимущество при подаче заявлений в электронном виде через портал госуслуг. Это 30% скидка на государственную пошлину. Например, если за государственную регистрацию брака госпошлина будет составлять обычно 350 рублей, то через портал госуслуг она будет составлять 245 рублей. И на расторжение брака 455 рублей вместо 650. При оплате государственной пошлины возможно использование банковской карты, электронного кошелька или мобильного телефона. Преимущество получения государственных услуг в электронной форме через единый портал госуслуг – это, во-первых, круглосуточная доступность портала, это уменьшение финансовых издержек граждан и юридических лиц, отсутствие очередей, снижение коррупционных рисков при предоставлении государственной услуги. Для того, чтобы зарегистрироваться на портале госуслуг, вы также, дорогие телезрители, можете обратиться к нам в отдел ЗАГС. Для этого вам необходимо иметь с собой паспорт и пенсионное свидетельство. Вместо отрядов у них племена, вместо русского языка для общения используется только башкирский. А в сетку обычных развлекательных мероприятий включены обряды, национальные праздники и народные танцы. Так весело и нестандартно на базе школы номер 1 проходит профильный лагерь, направленный на изучение родного башкирского языка. Игры на открытом воздухе, кричалки и тематические конкурсы. На первый взгляд, этот летний лагерь не отличается от остальных, но здесь все мероприятия направлены на изучение родного языка и культуры, истории края и известных личностей. Профильный лагерь «Жемчужина Сибая» в стенах школы номер 1 открывается уже второй год подряд. Он действует на основе республиканской программы «Яйляу». Проводятся практические занятия, также мы проводим башкирские народные игры, башкирские народные мероприятия. Есть свои традиционные мероприятия, как Яйляу Батыры, Яйляу Галауэ, где дети могут показать свои таланты, свои способности. Также у нас в лагере работают 5 педагогов, у каждого педагога есть свои обязанности, свое направление. Мы также привлекли педагога дополнительного образования с Центра детского творчества, который занимается непосредственно развитием музыкальных творческих способностей детей. Есть у нас отдельные занятия по кубызу, по кураю. У нас есть также необходимая аппаратура для записи. Также нужно сказать, что ежегодно, уже второй год подряд, традиционным мероприятием нашего профильного лагеря является празднование дня рождения Салавата Юлаева, где дети вспоминают его биографию, рассказывают его стихи, поют песни о нем, и все вместе флешмоб рассказывают его стихотворение. Программу летнего лагеря «Яйляу», что в переводе с башкирского означает «литовка», составила известная писательница, общественный деятель, автор учебников «Уроки жизни» Марьям Буракаева. Ребята делятся в лагере не на отряды, а на роды – Кыпсак, Юрматы, Бурзян, Табын и так далее. У каждого рода свой клич, птица, дерево и тамга. По мысли автора программы, это позволяет глубже понять историю народа, ощутить дух того времени. Полезная и в то же время увлекательная программа посетителям лагеря пришлась по душе. В лагере я самая старшая, уже второй год здесь работаю вожатой. Мне сюда нравится ходить. У нас лагерь башкирский, и мы обучаем их здесь башкирскому языку. Также мы учим разновидности нашего города. В прошлом году мы ездили на карьер. В этом году мы собирались сходить в поход, у нас еще в плане. Я в этот лагерь хожу первый год. Мне нравится танцевать флешмоб, танец башкирский у нас. Мы это все говорим башкирском. Мы вчера ходили в бассейн. Я в этот лагерь хожу 2 года. Мне нравится. Мы здесь играем на народных инструментах, например, как кубыз, курай. Играем народные спортивные игры, например, актирак, 100 место, бушурын. Мы изучаем культуру и быт башкирского народа. Время пребывания в лагере всего 10 дней. Его посещают учащиеся с 1 по 9 классы. Как заявляют организаторы, и в дальнейшем они будут придерживаться такого профильного направления. Ведь оно помогает подрастающему поколению узнавать многовековую культуру башкирского народа. Лена Кириллова, Альмира Ишкуватова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.
И последнее. С окончанием учебного процесса все образовательные учреждения подводят итоги года. Сегодня в детской художественной школе объявили имена работников, которые удостоились звания лучших по итогам внутреннего конкурса на лучшую методическую разработку. Подробности далее. Ежегодно в детскую художественную школу Сибая поступает сотни ребятишек. Их обучают искусству рисования, мастерству лепки фигур из глины, изготовлению поделок из дерева и многому другому. На сегодняшний день в учреждении работает более 20 сотрудников, каждый из которых талантливый и опытный педагог. Они умеют рассмотреть в ребенке творческие задатки и помочь им найти свое развитие. С окончанием учебного года, как и в других учебных заведениях, здесь подводят итоги, проделанной за год работы. Так, сегодня состоялся завершающий этап ежегодного конкурса среди преподавателей детской художественной школы на лучший методический материал. Отрадно то, что итоги очень хорошие. В начале года было разработано положение о лучшем преподавателе и лучшей методической разработки среди преподавателей Сибайской детской художественной школы. Приняли участие практически все преподаватели. 18 методических разработок мы приняли к участию. По той или иной причине некоторые преподаватели не приняли участие, некоторые работают недавно, а у некоторых, в общем-то, не было еще опыта. Поэтому мы приняли к сведению, и 18 разработок среди 18 выявили самых-самых лучших. Конкурс «Лучший учитель» в детской художественной школе проводится ежегодно. Он начинается в сентябре и заканчивается в мае. Победитель получает переходящий кубок. Это стимул для будущего роста, это обмен опытом, это стремление стать лучше, это как бы тоже обобщение своего опыта. Поэтому сегодня мы от души поздравляем Абдулгазину Тансулу Елилевну, которая стала лучшим педагогом нашей художественной школы. Действительно, человек с многолетним опытом, стажем работы, она заслуживает действительно высокой оценки. На церемонию награждения отличившихся преподавателей были приглашены члены судейской комиссии, представители методического совета и художественного совета, а также начальник отдела культуры администрации города Элиза Киреева. Пришло время объявить призовые места и назвать имена победителей. Первая сделала методическую разработку, и сделала неплохо, еще доработала. Айдаритовна молодец. Спасибо. Все, тоже еще семейные пары, они всегда в победителях, молодцы. Итак, диплом первой степени конкурса методических разработок награждается преподаватель Сибайской детской художественной школы Бахарева Ирина Андреевна. Молодец, Ирина Андреевна. Как утверждают члены судейской комиссии, все методические разработки педагогов заслуживали победу. Каждый ответственно работал над своим проектом. Победителей от остальных участников отделили считанные баллы. Мероприятие для одних стало наградой за проделанную работу, для других – стимулом для дальнейшего совершенствования. Ринат Музафаров, Данила Либаев, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Такими были новости среды. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. В студии работал Наиля Ахмедшина. Всего доброго и до встречи в эфире.